Что было, если бы рекламные ролики говорили только правду? Как можно сорвать предложение руки и сердца? И чем запомнятся эти выходные жителям и гостям столицы страны? Об этом узнаем прямо сейчас. Берем ручку, соединяем ее с яблоком, получаем яблоко-ручку. Аналогичную процедуру проводим с ручкой и ананасом. Соединяем два результата и получаем ручка-ананас, яблоко-ручку или Pen Pineapple Apple Pen. Такое название носит композиция от японского исполнителя Пикатаро. В просторах сети ролик появился еще месяц назад, но популярность в России его настигла на этой неделе. Видео стало вирусным, его часто публиковали в различных соцсетях и даже предрекали, что из него получится отличный рингтон. Чем обычное чистящее средство отличается от рекламируемого? Исследования показывают, что ничем. Так бы звучала реклама, если бы в рекламных роликах говорили только правду. Это мнение авторов канала Мед. В своем видео в течение 3 минут они пародируют рекламу разной продукции, но вместо лестных слов говорят правду. Теперь роскошь доступна каждому. Шикарный немецкий автомобиль премиум-класса по цене всего от 700 тысяч рублей. Цена указана за комплектацию без двигателей и колес при условии кредита, трейд-ин, того, что вы отдадите нам свою квартиру и будете полгода работать у нас уборщиком. Это уже не первый опыт правдивых видео. На канале опубликована пара роликов, в которых показано, что бы было, если правду говорили, например, на первом свидании или на вечеринках. Если вы решили сделать предложение своей девушке во время матча, сидя на трибуне, то будьте предельно осторожны и, самое главное, внимательны, иначе вас может постигнуть участь этого парня. Во время бейсбольного матча он решил сделать предложение, и кольцо купил, и настроился морально, но это самое кольцо выпало из коробочки. Молодой человек, конечно, растерялся, но решил идти до конца и найти пропажу. Сидящие рядом болельщики парня 1 на 1 с бедой тоже не оставили и присоединились к поискам. Все, к слову, транслировалось в прямом эфире и сопровождалось словами комментаторов. Они жалели парня и не представляли, что бы делали на его месте. Благо, закончилось все хорошо, кольцо нашли, и молодой человек смог сделать предложение своей возлюбленной. Она, наверное, этот случай уж точно никогда не забудет. И, конечно же, мы не забываем про яркие моменты уходящей недели в объективах пользователей Instagram. Петро 386 позавидуют многие автолюбители. Накануне снегопада, что называется, переобул свой автомобиль. Фото-видеосъемки — работа by Team UKT. Зачем, почему и что хотел сказать автор, мы, к сожалению, не знаем. И будьте бдительны, на просторах республики разгуливают шпионы. Коты-шпионы. Одного из них в объектив поймала Себеккин. Ну а в следующем выпуске мы расскажем, чем вам запомнились последние дни осени. И если есть чем поделиться, то смело отправляйте свои фото в директ на нашу страницу в Instagram «Интересно ДЗД». Это была рубрика «Интересно». Будьте активны в сети, не забывайте про реальную жизнь, подписывайтесь на нашу страницу в Instagram и помните, интересное всегда рядом.